Интересные темы, которая называется «Пища, пребывающая в жизнь вечную». И давайте откроем с вами ключевой стих Иоанна 6:26 будем читать. Иоанна 6:26 до 29 стиха. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Вкратце напомню, братья и сестры, эту историю, когда было накормлено 5000, написано там, около 5000 человек, не считая женщин и детей. Иисус сделал чудо, были накормлены множество людей, еще 12 коробов собрали. И после этого ученики с Иисусом переправились на ту сторону озера Генесарецкого. Но если кто-то не представляет, оно примерно как наш Нугуш, но только чуть-чуть побольше. И они называли его это морем. Они переправились, и люди проснулись утром, а Иисуса нет. И думают, и стали Его искать, нашли лодки, и вместе переправились на ту сторону, чтобы опять быть с Иисусом. Вот такая история произошла со всеми этими людьми. И когда они пришли к Иисусу, и говорят: «Иисус, когда ты сюда пришел? Мы даже не видели, как ты переправился». Но Иисус, мы знаем, что Он быстро пришел по воде, и Он сказал им ключевые такие слова: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому что ели хлеб и насытились». То есть Иисус все вещи, которые Он делает на этой земле, исцеляет, освобождает от грехов, от проклятий, воскрешает, то есть исцеляет немощи и болезни. Это воля Божья. То есть Иисус исполнял только то, что от Отца, то есть Он исполнял волю Божью. Но народу больше нравилось последствия этих чудес, то есть еда, вода. Они теперь, когда с Иисусом ходят, ни в чем не нуждаются, сыты, одеты. Вот как мы, да, сейчас? В тепле, собираемся в таком прекрасном доме. То есть годами человек мучился в грехах, а теперь свободен. То есть человек думает: все, теперь я могу делать все, что хочу. То есть и человек быстро забывает, каким чудом Бог освободил его из рабства греха. Аминь. То есть у нас такая человека память короткая. То есть когда Бог являет на самом деле чудо и избавляет от грехов, от алкоголя, от наркотиков, даже от тюрьмы. Вот у нас был случай один, когда брат пришел новообращенный и говорит: «Помолитесь за меня в тюрьму завтра посадят». Но мы бы помолились за него, и каким-то чудом нашлась какая-то запись. То есть и этот следователь говорит: все обвинения сняты с тебя. То есть его не посадили в тюрьму. Это было явное чудо. И это реальные люди. Они потом получают эти чудеса и уходят от Иисуса опять в этот мир. То есть потому что искали не самого Иисуса, а искали то, что благословение от Него. Получали еду, тепло, материальное благословение, то есть ценности и так далее. То есть это все пища тленная, Иисус говорит. Но мы с вами читали, то есть народ, он все время ищет своего. Они ищут его не потому, что видели чудеса, а потому что ели хлеб и насытились. И когда мы пришли к Иисусу, мы тоже не от хорошей жизни мы пришли к Иисусу, но у всех у нас были нужды, то есть и Бог, Он благой, Он восполняет все нужды людей и дает, потому что Он добрый. Да и сейчас мы каждый раз на служении с вами молимся за нужды, да? Аминь. И Бог на самом деле, Он восполняет все наши нужды. И мы, то есть, но мы не прилагаем к этому свое сердце, то есть к этим материальным вещам. Бог говорит: прежде всего ищите Царство Божьего, а остальное все приложится вам. Аминь. То есть Бог это прилагает.
когда ищешь Его лица, когда ищешь Его присутствие в своей жизни, Бог обязательно будет благословлять, обязательно Он будет, но только мы Его должны искать. Аминь. Не то, что Он дает благословение, это все прилагательное. Прежде всего мы должны искать Иисуса. И в 27 стихе мы читали с вами, Иисус говорит: старайтесь не о пище тленной. Да? Иисус дает нам понять, что вы ищете не меня лично, а те блага, которые я могу дать. То есть, помните тот случай, когда богатый юноша подошел к Иисусу и спрашивает: что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную? Вы знаете эту историю. Иисус говорит: продай все и следуй за мной. То есть, и написано, юноша огорчился. Почему? Потому что его сердце было прилеплено к этому богатству. Ему было трудно оставить это все, потому что его сердце было слишком прилеплено к материальному. И Луки 12:34 написано: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». То есть нам не надо сейчас идти и продавать все, да? Просто богатство само по себе, оно неплохо. То есть только вот наше сердце, оно должно быть с Иисусом. Оно не должно, остальное все приложится, вам написано. Нам надо анализировать свое сердце. Иисус говорит, Он учит нас, как правильно мы должны относиться к материальным ценностям, к материальным вещам. Итак, и много раз мы в Писании видим: оставь все. Да, помните, Матфей сидел, налоги собирал когда? Он говорит: следуй за мной, просто сказал. 2 слова всего лишь. И в другом месте: оставь все и следуй за мной. Что тебе до него? Ты следуй за мной. И много раз мы читаем. Один пришел, говорит: позволь мне похоронить отца. Он говорит: иди за мной. То есть пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Продай, и в другом месте: продай все и следуй за мной. То есть Иисус говорит: старайтесь не о пище тленной. Бог говорит, это не главное, о чем нужно переживать. Старайтесь о пище, как наша тема называется, о пище, пребывающей в жизнь вечную. И, то есть, которую Иисус дает нам. И в нем есть жизнь. Аминь. В Иисусе Христе жизнь вечная написано. Иоанна 17:3 написано: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». То есть знать Иисуса и верить в Иисуса – это самое главное в жизни человека. То есть это в жизни любого человека. Это самое главное. И еще раз мы читаем 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». То есть Бог поставил свою печать, Он завизировал, дал резолюцию, то есть что означает «да» и «аминь». И этим Он сказал: вот мой Сын Иисус, Его слушайте. И Он, написано, даст вам пищу, посредством которой вы унаследуете жизнь вечную. Аминь. Иисус дает нам пищу, о которой нам нужно постараться. И когда Иисус обличил всех этих верующих людей, да, они были верующие, которые вот ели хлеб и насытились. То есть, что они искали Его не из-за того, что видели чудеса, а из-за того, что просто насытились. То есть, потому что получили материальное обеспечение. Только из-за этого они искали Иисуса. Но они такие сразу, раз такие, встрепенулись: да, мы же верующие, давай спросим Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Да, мы с вами читали. Иисус говорит им простые вещи: чтобы вы верили в того, кого Отец послал. Вот это дело Божие. Это самое главное, чтобы вы верили в Иисуса. И Иоанна 6:28, 29 тоже прочитаем. «И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал ему в ответ: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Когда человек начинает верить в Иисуса, он рождается заново. Аминь. Возрождается его жизнь. То есть
И Бог ему дает жизнь вечную, потому что наш Иисус, Он есть жизнь. Аминь. И мы начинаем питаться уже духовной пищей, то есть не которая тленная, а которая ведет нас в жизнь вечную. Потому что написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус наш, Он есть Слово Божье. Вот все слова, которые мы слышим из Библии, это есть хлеб, это есть Иисус наш. И когда мы вкушаем это Слово, оно входит внутрь нас, и мы идем по этому пути, который приведет нас в жизнь вечную. И это есть пища для нашего духа, братья и сестры, которая приведет нас в жизнь вечную. И когда мы говорим людям Евангелие, да, в этом мире, мы даем им хлеб. Иисус есть хлеб жизни. Это как я вспомнил, как в блокадном Ленинграде. Хлеб очень ценный был. Когда ты даешь человеку вот в таком блокадном городе хлеб, ты сохраняешь просто его жизнь. А когда ты говоришь человеку об Иисусе, говоришь ему Евангелие, и он избирает Иисуса и своим Господом и Спасителем принимает, тогда он приобретает жизнь вечную. Аминь. Это намного ценнее, братья и сестры. Это важнее плотской жизни. То есть Иоанна 6:35 написано. Дальше в продолжении Иисус говорит. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, и приходящий ко мне, он не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Знаете, почему мы не будем жаждать и алкать? Потому что мы приняли Иисуса, и Он внутри нас сейчас. Аминь. Мы в любой момент можем воззвать, сказать: «Иисус, помоги». И мы никогда не будем голодными. То есть мы перешли из разряда народа в разряд его учеников. Аминь. Те не будут жаждать и алкать, которые перешли в разряд учеников. То есть мы теперь ученики Иисуса. Аминь. И вы не будете, написано, жаждать никогда. И вот это как раз Евангелие, которое есть Слово Божье внутри нас. Мы должны его нести всем людям. Это как, вот вспомните блокадный Ленинград. Чтобы спасать людей, им нужен хлеб, им нужна пища. То есть вот это и есть пища, пребывающая в жизнь вечную. Мы должны этим делиться с людьми. То есть источник, и по другом месте написано, это источник воды живой. Иисус в нас уже создал. Мы не будем жаждать. Почему? Потому что уже Бог в нас живет. Он есть источник воды живой. Он неиссякаемый источник. Это и есть Евангелие. Это и есть Слово Божье, которое несет людям жизнь. Это самые необходимые вещи для человека. Мы знаем, да? Это уже Дух Святой. Вот вы вспомните, когда мы людям говорим Евангелие, это как неиссякаемый источник. Я думаю, откуда я такие слова даже не знал? И Бог начинает просто Духом Святым говорить этому человеку, изливать источник воды живой на этих людей. Почему? Потому что Бог хочет спасать каждого человека. Потому что это есть Слово Божье, это хлеб, сошедший, написано, с небес. И Бог говорит, Амоса 8:11, «Вот наступают дни, говорит Господь». Амоса 8:11. «Когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Я вот вспоминаю, когда перед покаянием у меня была внутри какая-то жажда. Я думаю, где же истина? Приходил к пожилым людям, седые уже такие старцы сидят. И я спрашивал у них, где истина? Там много вопросов жизненных задавал им, но никто не мог дать ответ. Но когда я нашел Библию, мне кто-то из верующих сказал, тебе надо Библию почитать, там истина написана. И я начал искать Библию, где же Библию найти? И однажды возле рынка один брат-баптист, он раздавал литературу христианскую. А у него не было на столике Библии. И я его спрашиваю, у тебя Библия есть? Он говорит, такой удивился, из-под полы достает такую толстую Библию, говорит, я говорю, давай куплю у тебя Библию, я уже хочу ее читать. Он говорит, она не продается. Я говорю, и что? Он говорит,
ты точно будешь читать? Я говорю, точно, я уже хочу ее читать. И он мне подарил вот эту толстую Библию, она до сих пор у меня есть, уже 23 года назад. И я начал читать с такой жаждой. Я просто поглощал все эти слова. Целый год читал Библию, будучи неверующим человеком. И просто вот эта вода живая, вот этот хлеб, просто вот он меня входил. Я поглощал это. И это даром не прошло, братья и сестры. Теперь я стою здесь. Теперь Бог дает мне пищу, жизнь вечную. Аминь. И теперь вот это как в обычной жизни. Дети сначала, они маленькие, возрастают, идут в садик, в школу. Потом, а для чего они возрастают? Ну, чтобы потом профессию получить там. Ну, в плотской жизни, ну, как бы Бог дает таланты каждому. И чтобы исполнить свое призвание на этой земле, то есть свою роль выполнить в обществе, да? Ну, как говорят философы. Но верующие люди, Бог дает нам призвание в Господе. Аминь. Чтобы не только приобрести профессию на этой земле, а также в духовном. Бог нас взращивает, и Он дает нам тоже таланты, способности, чтобы мы приносили плод уже в Царстве Божье. Аминь. Иисус нам показывает пример, и мы переходим, как мы уже говорили, из состояния народа, которые искали просто материальную пищу, тленную, мы переходим уже в состояние ученика, который получает пищу для того, чтобы возрастать в Господе, чтобы приносить плоды потом. И все время наша вера, она побуждает нас к действию. То есть ты же не просто так растешь, да? Трутень такой вырос, здоровый, большой, ну, в духовном плане. Надо же как-то еще уже отдавать уже, как-то начинать, ну, действовать. То есть и мы видим, читаем в Библии, вера, она всегда побуждает к действию. Написано, иди и больше не греши. Что рука может делать, делай. Или там смирись под крепкую руку Божью. И написано, служите Господу вашему. Исайя 23-25. Иисус взращивает нас. Он показывает нам пример. То есть, что Он полностью был послушен Отцу. И написано, Он совершил свой земной путь на этой земле. И исполнил все, что Ему предназначил Отец. Иисус говорит такие слова ученикам. И то есть и нам тоже. Мы же ученики теперь, да? Аминь. Кто ученик? Все мы ученики. Иоанна 4:34 написано. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Аминь. Это уже помощнее, это уже категория призвания. То есть потихоньку Бог нас подводит к своему призванию. То есть Иисус одержал победу над грехом, смертью. Он одержал над силами тьмы победу и сказал ученикам, вы больше сделаете. Основное Иисус уже сделал для нас. Аминь. Он уже одержал победу. И мы в состоянии этой победы, мы уже в победе стоим. Иисус говорит, вы больше сделаете. Он сказал, моя пища творить волю Отца и совершить дело Его. То есть, а мы же Его ученики, и наше дело творить волю Его. Аминь. Потому что мы уже во Христе Иисусе. Иоанна 4:38 в заключение написано, «Я послал жать вас то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». То есть ключевое для верующего человека, вообще для человека, исполнение воли Божьей – это единственный путь, чтобы человек был счастлив на этой земле. То есть и пошел на небо к Отцу. Вот единственное, что Бог хочет от нас. То есть и так мы сегодня размышляли о пище, пребывающей жизнь вечную. В итоге мы пришли к тому, что наша пища – творить волю Отца. Аминь. Это когда человек уже входит в свое призвание. И, ну так скажем, подытожим, это Слово Божье для всех людей, братья и сестры, вот, которые мы сегодня размышляли, это для всех. Потому что сначала народ просто ходил за Иисусом, это пища тленная.
Пища, пребывающая в жизнь вечную, это уже ученики. А когда пища творить волю Отца, вот это уже ученик, который вошел в свое призвание. Аминь. Будьте благословенны. Давайте.